В архиве прокуратуры Карагандинской области хранится учетная карточка члена семьи изменника Родины ЧСИР Азизы Тубековны Рыскуловой-Сингуловой. Она родилась в городе Джаркенте в 1911 году. Образование высшее, специальность ветврач-бактериолог. Проживала в Москве, Новинский бульвар 25, квартира 5. 9 апреля 1938 года Рыскулова и Сингулова была осуждена особым совещанием при НКВД СССР сроком на 8 лет как член семьи изменника Родины. 29 мая того же года прибыла из Бутырской тюрьмы в Карлаг, в Акмолинское спецотделение. Затем была переведена в Чурбан-Ринский лагерь. Освободилась 9 апреля 1946 года, ровно через 8 лет, как было назначено. Но прописка в больших городах ей была запрещена, и Азиза Тубековна определилась вольнонаемной в 8-м Топарском отделении лагеря. В Карлаге ее спасла, как она говорила, дефицитная профессия – ветеринарный врач. Когда в 1931 году Азиза переехала из Алматы в Москву после настойчивых просьб своего жениха Турара Рыскулова, то она к этому времени уже успела окончить зооветеринарный техникум. И вскоре после бракосочетания ее муж настоял на том, чтобы она продолжила учебу в Московском зооветеринарном институте. И благодаря этому настоянию Азиза в 1935 году получила диплом ветеринарного врача. А поскольку Карлаг был лагерем сельскохозяйственного направления, то ему остро не хватало специалистов с высшим образованием, особенно ветеринаров и зоотехников. По воспоминаниям дочери Рыскуловых Сауле, ее мама Азиза Тубековна много сделала в Карлаге для ликвидации этих опасных болезней крупного рогатого скота и овец. Она была высококлассным ветеринаром, всегда неутомимая, выносливая. В семье Рыскуловых сохранилась характеристика начальника лагеря на ветврача Сингулову, в которой он утверждает, что она исключительно добросовестная, аккуратная, все производственные планы по животноводству перевыполняла. К этому надо добавить, что у Азизы Тубековны было доброе сердце. Она спасла жизнь многим заключенным, умирающим от голода и физической слабости, снабжая их выбракованным вареным мясом и сытными бульонами, которые сама готовила по ночам. Азиза тепло и сердечно отзывалась о своем муже, Тураре Рыскулове, и их совместной жизни в Москве. Когда начнется реабилитация, ей сообщат, что Турар был расстрелян в 1938 году. Она откажется от квартиры в Москве, она получит двухкомнатную квартиру в Алма-Ате, останется жить в Казахстане. До конца жизни будет говорить людям, что ее муж был ни в чем не виновен.